начала года в Башкортостане произошло 965 пожаров. На этот же период в прошлом году это число составляло порядка 900. Почему происходит рост пожаров, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Владимир Горин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Владимир Николаевич, здравствуйте. Итак, я только что озвучила статистику, которая, к сожалению, в этом году растущая. Почему? Каковы основные причины пожаров? Вы знаете, я не совсем, может быть, соглашусь, что мы должны сравнивать вообще прошлый год и этот год, рост пожаров или нет. Я считаю, что вообще 965 пожаров – это достаточно большая цифра, чтобы мы задумались вообще, что в республике достаточно большое количество пожаров приходится на душу населения, так скажем. И тот рост пожаров на 60 случаев, мы должны говорить о профилактике пожаров, чтобы в корне вообще снизить количество пожаров. И далее я сразу, наверное, озвучу цифры гибели. То есть у нас уже на сегодняшний день погибло 52 человека. И, к сожалению, к большому сожалению, 2 ребенка несовершеннолетних. В прошлом году, если уж мы говорим о прошлом году, как вы сказали, то в прошлом году наблюдается небольшое снижение, опять же, там на 5 человек практически снижение гибели, что, опять же, считаю, что очень мало в плане того, что 50 человек за 2 месяца, это практически мы каждый день теряли по одному человеку. И, к сожалению, как я сказал, и потеряли 2 ребенка. И плюс еще 51 человек травмирован, это получили ожоги различной степени тяжести. Поэтому ситуация довольно напряженная. И прежде всего, как вы задали вопрос, почему это происходит. На первом месте у нас на сегодняшний день это основная причина, и вообще она не то, что традиционная причина, это неосторожное обращение с огнем. По данной причине погибло порядка 30% всех погибших граждан. И более того, если вот порядка на память 258 у нас пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем, 136 это по неосторожному обращению с огнем при курении именно. И, как правило, курение происходит в нетрезвом виде. Если брать портрет погибшего, то у нас порядка 40% погибают граждане пенсионного возраста, одиноко проживающие, в том числе находящиеся в нетрезвом состоянии, к сожалению. Поэтому, прежде всего, мы говорить должны о профилактике, задумываясь, наверное, каждый сам над тем, как сохранить свою жизнь и как помочь другим. Вот на сегодня, к сожалению, статистика показывает обратное. Зачастую есть положительные примеры, что у нас население начало немного осознавать. Мы знаем, что такое автономный домовой пожарный извещатель, который, приведу цифры, который с 2016 года спас более 1000 человек, более 400, порядка 500 детей. Это огромная цифра. Это мы практически сохранили целые города, поселки и так далее. Благодаря тем действующим государственным программам, которые наше правительство поддержало, и у нас практически в субъекте нашем 15 категорий граждан, которые в бесплатной порядке по программе обеспечиваются данными пожарными извещателями. Но к чему? Если по государственной программе у нас оборудовано более 500, порядка 600 тысяч жилых домов, то в целом статистика говорит, что уже на сегодня у нас жилье оборудовано 1 миллион, порядка 1 миллиона 400 тысяч жилых домов оборудовано пожарными извещателями. Поэтому все-таки население, понимая, что это спасает их жизнь, начали сами закупать, начали сами оборудовать свои жилые дома, оборудовать жилые дома своих бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Тем самым мы говорим, что культура безопасности, которой, к сожалению, наверное, нет, если у нас много пожаров и гибнут люди именно от неосторожного обращения с огнем. А следующие причины, по которым наиболее распространенное возникновение пожаров, это, конечно, электротехнические и вообще технические причины. В первую очередь это электрооборудование. К сожалению, по этой причине происходит порядка тоже также 30-40% пожаров. И
Почему это происходит? Ну, во-первых, жилые дома, особенно в сельских населенных пунктах, старые. Но причем не только в сельских населенных пунктах, зачастую в последнее время участились случаи пожаров так называемых бывших общежитий, которые сейчас переведены в жилые дома, но ведь ремонт, капитальный ремонт там никто практически не производил. Несмотря на сложную планировку этих зданий, то есть они коридорного типа и достаточно много людей в них проживают, но электропровода старые, замену никто не проводил, и происходит замыкание, к сожалению, особенно в зимнее время, когда там начинаем пользоваться электрообогревателями и так далее, то есть перегружаем электросети. Ну, не говоря уже о частных жилых домах, где если человеку не подсказать, конечно же, он сам никогда не сделает, особенно если мы говорим о том, что у нас 42% погибших – это пенсионеры. То есть первый ваш совет – это нужно обязательно приобрести автономный дымовой извещатель, во-вторых, проверить электропроводку. Да, это в обязательном порядке. Нужно приобрести пожарный извещатель. Причем не один нужно пожарный извещатель, а желательно его установить во всех комнатах. В первую очередь в местах, где наиболее вероятность возникновения пожара. Где это у нас? Кухня, так ведь? Где установлен электросчетчик, где ввод в дом, это обычно там происходит пожар, где установлены водонагреватели, они часто у нас являются причиной, к сожалению, пожаров, потому что не всегда попадаются качественные или бывают перебои с электроэнергией, при перепаде электроэнергии возможно происходить большое переходное сопротивление с последующим замыканием. Поэтому во всех комнатах желательно, конечно же, установить. А замена электросетей, она не должна исходить из того, что давайте я замотаю изолентой, и все будет хорошо. Для этого нужно все-таки пригласить специалиста, наверное, не пожалеть как-то средств, но это действительно поможет спасти свое жилище от пожара, в первую очередь. И эксплуатация электроприборов. Мы сейчас очень часто в доме, мы не замечаем, сколько у нас появилось электроприборов, и важно здесь тоже соблюдать какую-то грань. Но более того, да, не соблюдаем. Очень много электроприборов появилось, и мы совершенно забыли, что у нас сейчас появились так называемый дежурный режим телевизора, дежурный режим там других электроприборов. У нас постоянно включен в сеть и роутеры, и Wi-Fi, и так далее. И самое страшное, включены зарядки в сеть и на ночь, да, зарядные устройства. Хотя причины от зарядных устройств, от телефонных зарядных устройств достаточно много. Не скажу, что массово, но примеры таких возгораний имеются. И поэтому на ночь зарядку, конечно же, хочется обратиться к гражданам. Нельзя ни в коем случае оставлять, потому что это может причиной быть возгорания. Ну а уж уходя из дома, кроме тех приборов, это холодильник, который действительно режимом предусмотрен, включен в электросеть. Остальные приборы желательно, нежелательно, вернее, прочитайте инструкцию, там написано не оставлять без присмотра. Поэтому их нужно выключить из электропотребления. Если говорить, что все-таки вот пожар произошел, возгорание есть уже в доме, что нужно делать в первую очередь? Каковы должны быть действия? Что должно быть под рукой? Вот это тоже, кстати, очень важный факт, вот действительно. Почему? Потому что зачастую наши граждане даже погибают, не зная, как действовать. Вы, наверное, слышали, у нас очень много случаев было, когда граждане выходили, да, и потом там, ой, я забыл документы, забегал, и практически после не выходили с данного пожара. Почему? Во-первых, ведь не сам огонь, это, как правило, охватывает уже, так скажем, человека, когда он уже погиб или находится в бессознательном состоянии. А опасные факторы пожара – это дым, самое основное, так ведь? То есть, практически, особенно учитывая современные материалы, которыми сейчас отделаны наши квартиры и дома, это пластик, пластиковые натяжные потолки и так далее, это практически при тлении даже, еще даже до возгорания, если начало тлеть и пошло задымление, 2 глотка этого газа, это достаточно для того, чтобы человек потерял сознание, а соответственно потом уже неспособность его эвакуироваться. Особенно это, опять же говорю, пожилые, как у нас они, к сожалению, остаются в доме. Что же делать? Во-первых, нужно проводить обучение населения. Очень хороший опыт есть вот в Абзелиловском районе.
глава республики Башкортостан Раиль Фаритович Хабиров говорил об этом, что в Абзелиловском районе у нас положительный есть опыт, что за соседями закрепляются, вот в том числе, если проживает здесь одинокий там престарелый, ну или знаем, гражданин злоупотребляет там спиртными напитками или что-то, так вот соседи неоднократно его посещают, говорят ему, раздают те же памятки пожарной безопасности, так как не всегда он посмотрит телевизор, не всегда вот это услышит, да, но в то же время я думаю, что вот это эффективный способ, когда люди с друг другом общаются и предупреждают друг друга, что вот здесь же нужно сделать таким образом. А непосредственно уже по действиям в случае возникновения пожара, конечно же, не нужно думать, если вы обнаружили пожар, то в первую очередь нужно думать об эвакуации для своей безопасности, для безопасности ваших близких. Пример приведу. У нас недавно, практически 18 февраля, в Мишкинском районе, опять же АДПИ, правда, здесь положительные, но в Мишкинском районе от АДПИ проснулся взрослый мужчина, и в итоге спаслись 3 взрослых и 5 несовершеннолетних детей. Почему спаслись? Потому что правильно была организована эвакуация. Не через очаг, не через огонь. Очень много в частных особенных домах пожары начинаются с веранды. То есть начинает загораться крыльцо, веранда, да, как назовем его. И люди зачастую, можно же, видно, откуда дым идет, открывают дверь, доступ кислорода, и после чего начинается огонь прорываться практически в дом, и они уже бегут через ту же веранду, мы находим их практически у выхода из дома. Но они не смогли этого сделать. Почему-то не думают, что наоборот нужно закрыть дверь, обеспечить, чтобы доступ кислорода не было, и выбраться через окно, допустим, которое напротив, и пока там никакого пожара нет. Поэтому умение знать, как пользоваться, и знать элементарные такие вещи, что уж прикрыть мокрой тряпкой, допустим, да, дыхательный рот, нос, чтобы и как можно ниже к полу приблизиться, куда дым поднимается, как правило. Вот такие элементарные вещи, они действительно спасают людей. А вообще есть еще устройства самоспасения такие. Они тоже продаются просто в магазинах, и так для информации. Они действительно тоже могут помочь, особенно в многоквартирных жилых домах. То есть, если из частного где-то окно что-то, в многоквартирных зачастую лестничные клетки же задымляются и трудно выйти, пока дожидаемся пожарных. Владимир Николаевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об элементарных правилах безопасности. Конечно, нам не хочется к ним прибегать, нам хочется их избежать, но самое главное, что мы их знаем и умеем ими пользоваться. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью» о пожарной безопасности. Мы сегодня говорили с Владимиром Гориным. Это заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.